Что показывает российский опыт? Всегда ли идет на пользу приватизации? К примеру, что касается крупных промышленных предприятий. Вы знаете, чем сегодня, вот в эти дни, аукнулась в моей стране, России, приватизация алюминиевых заводов? Вот события осени 2019 года. Трамп пришел в Сибирь. 4 крупнейших алюминиевых завода мира: Красноярский алюминиевый, Саянский, Богучанский, Братский, стали собственностью Соединенных Штатов Америки. В 90-е годы они ушли в частные руки. В итоге этими заводами завладела компания «Русал» Дерипаски. И Дерипаска продал огромную часть российского алюминия Соединенным Штатам Америки. Пока мы, Россия, воевали в Сирии, Трамп пришел в Сибирь. Но это не все. При каждом алюминиевом заводе огромная гидростанция. Красноярская, при Красноярском. Братская ГЭС, воспетая поэтом Евтушенко. Помните «Прощание с матерой» Валентина Распутина? Саянская ГЭС, Богучанская. Они тоже стали собственностью, киловатт-час, Соединенных Штатов Америки. Кто-нибудь знает о том, к чему привела приватизация 90-х годов в 2019 году мою страну? Докладываю. Стоимость киловатт-часа сегодня в Сибири во многом определяется Соединенными Штатами. Да, там большой рынок. Слава богу, могучие сибирские реки. Но каким, если Трамп захочет, Америка захочет, будет киловатт-час стоимости? Они же всех разделят. 4 гидростанции крупнейшие. Если поэт Евтушенко, который воспел когда-то Братскую ГЭС, знаменитая поэма «Братская ГЭС», знал о том, что хозяин этой Братской ГЭС в 2019 году господин Трамп. 90-е годы. Я написал книгу «Русский ад», там вся этот кошмар, русский ад, весь кошмар есть. В итоге приватизации по Гайдару Чубайсу Россия полностью потеряла следующие отрасли. Отрасли промышленности: приборостроение. Россия потеряла всю электронную промышленность, всю просто от начала до конца. Судостроение. Помните, были, наверное, не помните, вы все-таки еще маленькие все, ракеты на подводных крыльях, которые носились по Волге, по Каме. Ни одной ракеты больше нет. В частные руки попали ракеты, и выгоднее было пустить на металлолом. Как и ЗИЛ было выгоднее пустить на металлолом. Вот отдайте БелАЗ в частные руки, там через 2 года не будет ни одного работника, а будет таможенный терминал, как хотел господин Ефанов, который за 4 миллиона всего купил ЗИЛ. Цеха на металлолом выгодно. Китай хорошо платит за утиль сырье. Подъездные пути фантастические. ЗИЛ под таможенные терминалы, БелАЗ будет так же. Люди потеряют работу. Кто-нибудь это понимает? Когда олигарх, любой олигарх, рвется во власть, хочет сесть олигарх на твердую зарплату чиновника, неважно какой ранг, на твердую фиксированную зарплату чиновника. Это не потому, что он миллионер-миллиардер, олигарх сошел с ума, а потому, что он хочет стать еще богаче. Что еще потеряла Россия? Читаю. Промышленность средств связи полностью. Тяжелое машиностроение полностью. Прессы, прокатные станы, то есть производство средств производства. У нас ничего не осталось. Когда? Булава, наша замечательная, великая машина, великая ракета. Подводный старт. Академик Юрий Соломонов, Московский институт теплотехники. Там много-много заводов в цепочке. Ракета, каждая ракета — это десятки тысяч деталей и ручная сборка. Каждая ракета — ручная сборка. Так вот, ракета Булава взрывалась один старт за другим. Взрывалась. Почему? При советской власти у нас были 2 завода, которые выпускали огромные, очень тяжелые резиновые сплавы для ракет, подводных лодок. Резиновый сплав, он тверже, чем тройной металл. Это такое условное название — резиновый сплав. 2 завода. Они оказались в 90-е в руках одного ныне процветающего олигарха. Он их полностью уничтожил. То ли на металлолом, то ли еще под что-то. Под ночные клубы часто уходили заводы. Знаменитый шарикоподшипниковый завод, 4-й в Самаре. Там сделали рестораны, рынок вещевой, караван называется, еще что-то, еще что-то. Кстати, коммунисты его приватизировали. Один из них.
Так вот, булава имела бы резину с этих заводов, но их не оказалось. И мы эту резину, мы, Россия, покупали у Китая. А ракеты взрываются. Люди страдают. Не гибли, слава богу, на стартах, но это были страшные взрывы, один за одним. Юрий Семенович Соломонов инфаркт получил. Пока мы не вернули, не сделали заново свои заводы. Видимо, Китай, мое предположение, понимая, для чего идет, на какое изделие, как говорят оборонщики, изделие, их резиновый сплав, такое качество. Мы даже АТК уничтожили. Мы проверить не могли, какого качества мы покупаем эту важнейшую для ракеты деталь. Вот старт. И взрыв за взрывом. Пока мы, Россия, не вернули, заново построили с нуля те самые заводы, которые у нас были в 90-е. Что мы еще потеряли? Это величайшая трагедия в жизни Российской Федерации. Докладываю. Мы практически потеряли сельскохозяйственное машиностроение. Особенно маленькие трактора. Вместо наших тракторов маленьких китайские появились. Был Владимирец, трактор замечательный. С каким трудом мы его восстанавливали потом, долгие-долгие годы. Когда Лужков понял, что ЗИЛ идет под нож, и некто Ефанов, владелец фирмы Микродин, купил ЗИЛ за $4 миллиона всего, огромный ЗИЛ с филиалами в Ярцево, под Смоленском, куда было выведено все тяжелое производство, самое вредное в леса, за 4 миллиона. И когда Лужков понял, что там будут таможенные терминалы, Москва обратно срочно стала выкупать у Чубайса с Гайдаром все то, что они успели продать. Ибо государство – это государство. Как Гайдар Алиевич Алиев говорил, он с ним очень дружил. Андрей, пока я жив, вся нефть будет в руках государства. Пока я жив. Она и сегодня в руках Азербайджана. Я цитирую, вот смотрите. Канадский клуб Ванкувер Кеннекс, это сравнение впервые провел академик Лисичкин, купил хоккеиста Павла Буре, 92-й или 3-й год, за $25 миллионов. Хоккеист стоил $25 миллионов. Да и то на 5 лет. Гайдар с Чубайсом отдавали Новороссийский морской порт за $22,5 миллиона в частные руки отдали, то есть это 89% клюшки Буре. Другие расценки, которые у нас были, никто БелАЗ по его реальной цене не купит. Нет таких денег. Всегда дешевле. Вот у нас были расценки. Завод Красная Сормова в Нижнем Новгороде. Красная Сормова, десятки тысяч рабочих. $21 миллион то есть 84% стоимости клюшки Буре. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь», вкуснейшие конфеты. $21 миллион, то есть 85% клюшки Буре стоимости. Северное морское пароходство со всеми кораблями, $3 миллиона, 12% клюшки Буре. На клюшку Буре потянул только Горьковский автомобильный завод, где 100 тысяч рабочих. Его отдали за $25 миллионов. Контракт Буре на 5 лет. Еще раз. Люди добрые, задумайтесь. Когда олигарх, любой олигарх, рвется во власть, на любую фиксированную заработную плату, это не потому, что он сошел с ума, его миллиарды стали не нужны, в нем что-то проснулось, и для государства хочет что-то сделать. Опыт России показал. Когда олигархи, они у нас были во власти, Потанин был вице-премьером, да много кто. Когда они во власти рвутся, это не потому, что они сошли с ума и на фиксированную зарплату претендуют. Нет, это они хотят стать еще богаче. Вообще все забрать. Всю страну в одни свои руки. Поэтому я и назвал книжку «Русский ад». Условный завод продается, схема приватизации, которую мы знаем. Куда идут деньги? В карман, естественно. В офшоры прежде всего. В офшоры. На Багамы. Ой, слушайте, я занимался этим. Виргинские острова. Мы их на карте не сразу найдем. Там было зарегистрировано 4561 компания на Виргинских островах. Офшоры. Так или иначе связанные с Россией. Наши заводы уходили туда. Сегодня, по оценкам, Кролл была такая организация, когда-то мы ее нанимали, мы Россия, чтобы она проверяла те или иные схемы. Так вот, по оценкам Кролла в 90-е годы, только на одних Багамах, Багамские острова, еще одни острова, было до 4 триллионов долларов выведенных российских денег.
Мне скажут, таких денег не было в России. Было. Потому что станки продавались. Ну ладно, станки, металлолом. А еще технологии. Мы потеряли до 50 тысяч новейших технологий. Кто сделал первый в мире мобильный телефон? У кого? У какого Брежнева трубка в 1972 году была в руках, и он игрался с ней и ходил вокруг дачи? Да, машина в кустах стояла с техникой, но связь у нас была лучшая в мире. Первый мобильный телефон был у Брежнева. Маленький, малюсенький мобильный телефон Руслан Хасбулатов держал в 1991 году в своих руках. Пробный экземпляр. Завод приватизировали, опытный. Институт, по-моему, Дубна разрабатывала эти телефоны. Отдали под то ли склад, у них сигареты хранились, то ли еще под что-то. Гайдар предложил Воткинский завод, где академик Соломонов, это головное предприятие нашей цепочки огромных наших ракет, межконтинентальных, баллистических, я плохо в них понимаю, но это твердотопливные ракеты прежде всего. Челябинск там жидкостная ракета, а Воткинский огромный завод это твердотопливные ракеты. Гайдар Егор Тимонович под стенограмму предложил переделать этот завод Воткинский ракетный под производство велосипедов. Так выгоднее, быстрые деньги, велосипеды. Ракет-то у нас никто не купит, а велосипед купит в Китае, например. Вот и судьбы. Это на каждом шагу было. Еще раз, Трамп сегодня пришел, его никто не ждал. В Сибирь. Кто об этом говорил больше всех? Сережа Глазьев написал, академик Глазьев, официальную бумагу Патрушеву, не знаю ее судьбу, помню, осталась без движения. Ну и Глазьева попросили после этой бумаги с администрации президента. Толя Быков больше всех кричал. Да, человек с непростой судьбой. Быков Анатолий Петрович. Где? В тюрьме сегодня. За что? А он кого-то убил, нам 20 сказали лет назад с чем-то. Кто-то там в тюрьме сидел, 10 лет. Вспомнил, что еще был один заказ на убийство, и шел он от Быкова вот в тюрьму. У нас на портале есть его рассказ. Как Дерипаска стал Дерипаской. И Трамп приходит в Сибирь. Через 2 месяца арест. Это тоже олигархи, между прочим. Их дела. Мое предположение, в том числе и их. Как вы думаете, Беларуси выгодно будет хотя бы с какой-то из сторон приватизировать МАЗ, БелАЗ и НТЗ? Белоруссия маленькая страна, если она останется без этих странообразующих заводов, а она без них останется. Тысячи людей потеряют работу, десятки тысяч, семьями сотни тысяч. Они выйдут на улицу, но будет поздно. Будет, как у нас, Красноярский алюминиевый. Господа, дорогие мои белорусы, зайдите в интернет, посмотрите, что люди говорят. Кстати, как «Русал» загрязняет сегодня атмосферу Сибири, у нас Татьяна Давиденко рассказывала, бывшая глава счетной палаты Красноярского края на портале. Страшный рассказ. А какую-то управу на них найдешь? Ну что-то можно, наверное, но как-то американцы не сильно с нами считаются. Хотите Америку? Давайте. Придет тут же, мгновенно. Как и мы. Мы опомниться до сих пор не успели. Кто у нас об этом знает, о Трампе в Сибири? А это исторический факт. Вот так 90-е. Борис Николаевич Ельцин давно в могиле, а дело-то его живет. Олигархов запустили. Дерипаска Олег Владимирович подарил Америке «Русал». Зайка наш. Почему, как вы считаете, каждый раз вопрос приватизации обостряется во время политкампаний? Удобная карта, мы вам дадим другие зарплаты, государство платит меньше, чем мы, частники. Пыль в глаза. Еще раз, когда олигархи идут во власть, но это уже доказано везде. Дошли с ума. Думаете, Трамп обеднел, став президентом Америки? Ну не смешите меня. Ему жена не позволила заниматься черти чем. Там все жены, как Жаклин Кеннеди, очень бриллианты любят. Деньги можно на выборах обмануть и разбогатеть. А так оно и происходит. К Лукашенко можно относиться по-разному. К нему по-разному относятся. Он один из немногих президентов в Европе, кто реально сегодня живет для людей. Во многом. Для людей. Это ушло из политики. Почти ушло. Сегодня в политику идут те, кто хотят заработать. А не как Косыгин когда-то, который инфаркт хватал. Но вел всю промышленность, да, Советского Союза, и как вел. В одиночку фактически. Он, Гейдар Алиев, его зам Игнатий Новиков, Совмин. Жить для людей – это уже сейчас не модно в политике.
Но ведь как получилось? Это Франция, это во многом другие страны. Не только наши. Жить для людей, да сейчас. Для людей сложно. Да, именно так. Не так просто. Именно так. Спасибо вам еще раз огромное, что Пожалуйста, звоните. уделили нам внимание, Пожалуйста. что ответили на все наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.